Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». В октябре завершает свою работу нынешний созыв Общественной палаты. Уже началось формирование нового состава. Президент утвердил список из 13 членов. Об итогах работы и о том, какую роль играет Общественная палата в жизни общества, мы поговорим сегодня с секретарем Общественной палаты Нателлой Акаба. Нателла Нуриевна, рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Прежде всего, я должна сказать, что это уже третий состав, вот тот, который завершает свою работу. Общественная палата Абхазии была создана в 2007 году. И сейчас тот, который формируется, это уже будет четвертый, соответственно. Для чего была создана Общественная палата? Это институт гражданского общества, который призван отстаивать интересы граждан, который должен проводить экспертизу законопроектов, которые поступают в парламент. И, кроме того, необходимо, чтобы этот орган занимался выработкой рекомендаций для органов госвласти. Есть такая форма, Общественная палата разрабатывает заключение и предлагает свои рекомендации соответствующим органам госвласти. И кроме того, Общественная палата призвана выдвигать и поддерживать гражданские инициативы. С самого начала общественное мнение все-таки сомневалось в способности этого института. Да, и сейчас тоже сомневается. До сих пор осталось, да? Завершает работу уже третий созыв. Да. Что-то изменилось с самого начала, такое недоверие было? Я думаю, что определенное недоверие осталось и сейчас. Знаете, в обществе бытуют разные точки зрения. Наверное, не все считают, что Общественная палата работает достаточно эффективно. Но, с другой стороны, нужно посмотреть, что может Общественная палата в соответствии с законом об Общественной палате. Наша функция – это вырабатывать рекомендации, а эти рекомендации не обязательны к исполнению органами госвласти. Понимаете, это институт гражданского общества, и у нас нет таких властных полномочий. Скорее всего, можно считать, что Общественная палата – это площадка для обсуждения таких важных для общества тем. И то, что мы пытаемся наладить диалог между властью и оппозицией, я считаю, что это очень важная функция. Я не могу сказать, что все получается, но я думаю, что эта работа должна быть продолжена, потому что должна быть такая площадка, где люди могут озвучивать свои мнения, и дискуссии такие будут разворачиваться, а люди уже пусть сами принимают решения, кто, по их мнению, прав, а кто не прав. Такие встречи, Нателла Нуриевна, должны проходить до принятия каких-то законов, да? Насколько я помню, закон об НДС был уже принят, когда прошла встреча в Общественной палате. К сожалению, мне очень грустно об этом говорить, но нынешний состав парламента, он как-то не считает нужным взаимодействовать с Общественной палатой. Мне приходится об этом говорить. Дело в том, что мы разработали довольно много заключений, рекомендаций по таким актуальным вопросам, как разведка и добыча нефти в Абхазии, продажа недвижимости иностранным гражданам в Абхазии. И у нас всегда дается определенный анализ и такие очень взвешенные рекомендации. Но это не доходит как-то до парламентариев, хотя мы отсылаем им, и принимая свои законы, они как-то не принимают в расчет то, что мы говорим. Я думаю, что нам надо как-то изменить эту ситуацию, а иначе, конечно, Общественная палата не будет достаточно эффективной. Мне бы хотелось подробнее поговорить о последней встрече членов Общественной палаты с президентом. Давайте сейчас, прежде чем мы начнем говорить об этом, посмотрим отрывок из выступления президента. Да. Думаю, в этой связи целесообразно обратиться к институту нулевых чтений, существующему в зарубежной практике для полноценной реализации функций общественной экспертизы законопроектов. Нужно приглашать для участия в обсуждении широкий круг экспертов во всех сферах, которые к этому законопроекту относятся, разработчиков законопроекта и так называемых потребителей закона, то есть граждан, а также правоприменителей, которым с этим законом придется работать.
и в ходе откровенной профессиональной дискуссии и экспертной работы вынести в конечном итоге заключение. Вот президент как раз говорит о том, вот о чем мы сейчас с вами и начали говорить. Институт нулевых чтений. По закону вы имеете право, но вот до этого была такая практика, чтобы все законы, очень важные для общества, обсуждались? Нет, и приходится констатировать, что прошлый созыв парламента больше был как-то открыт и больше готов работать с нами, но почему-то вот сейчас эта практика уже как-то прекратилась. А в самом начале, я помню, что нас несколько раз приглашали, то есть представители Общественной палаты, когда рассматривался вопрос о свободных экономических зонах, о изменении избирательной системы, и опять же у нас были свои рекомендации, предложения, и вполне обоснованные, но как-то вот я не вижу, чтобы они были приняты во внимание. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию. Я знаю, что в Российской Федерации Общественная палата имеет гораздо больше влияния и пользуется очень большой поддержкой президента. Я надеюсь, что вот и мы тоже пойдем по этому пути. Ну, мы записали, кстати, депутата, мнение его вот на ваше высказывание. Я позже мы вместе с вами посмотрим, а пока еще вот хотелось бы вернуться вот к встрече с президентом. Все-таки вы неоднократно пытались, вот такое напряжение в обществе есть сейчас, примирить власть и оппозицию. Прошла встреча в стенах Общественной палаты оппозиции и власти. Вот. Вам удалось вот какой-то компромисс? Вот смогли ли вы, вот, на ваш взгляд, повлиять на ситуацию, переломить, знаете, может быть? Нала, примирить власть и оппозицию, наверное, невозможно, потому что на то она и оппозиция, чтобы как бы быть не согласна с властью по многим вопросам. Но можно наладить цивилизованный диалог и да. можно находить какие-то компромиссные решения. Но, тем не менее, оппозиция, она, наверное, останется оппозицией. Другое дело, какая форма будет ею избрана для достижения своих политических целей. Мы за то, чтобы все происходило исключительно в рамках Конституции. И я думаю, что вот в этом ключе надо работать, и мы будем, конечно, пытаться все-таки этот диалог развить как-то. Ну, президент, кстати, говорил о том, что готов оказывать всяческую поддержку, а вы говорите, что такая поддержка вам необходима. Вот да. Дословно даже процитирую его слова: «Вызывайте на ковер высокопоставленных чиновников». И даже вот с меня можете начать, да, получается? Вы знаете, президент достаточно открытый. Когда мы его приглашаем, он никогда не отказывается, приходит. Другое дело, что он очень занят, и, конечно, не всегда это возможно. Но что касается того, что вот мы вызовем чиновника на ковер и ему будем что-то рекомендовать, я не уверена в том, что он это примет. Хотя мы иногда проводим такие встречи с крупными такими чиновниками. Но будем продолжать это. Но, понимаете, самое главное, чтобы это как-то было воспринято. Потому что все-таки то, что говорит Общественная палата, это в значительной степени мнение общества. Надо учесть. Многие, может, не понимают, что в Общественной палате люди работают на общественных началах, не получая никакой оплаты. Некоторым почему-то кажется, что в Общественной палате можно заработать хорошие деньги. На самом деле у нас очень скромный бюджет только на содержание аппарата и там на какие-то технические нужды. Так что, понимаете, это мнение общества. Туда идут люди, которые действительно хотят что-то сделать для Родины, изменить как-то к лучшему ситуацию. Может, не всегда, конечно, не во всем мы правы, но желание что-то сделать хорошее есть. А давайте сейчас вот интересно посмотреть как раз вот это выступление президента, где он говорит о том, что необходимо вызывать чиновников для диалога в Общественную палату. Вызывайте на ковер высокопоставленных чиновников. Пусть отчитываются перед обществом. Я, как президент, готов делать это на вашей площадке регулярно. И мы это начали. И я думаю, что эту практику нужно продолжить. Вот такая поддержка со стороны власти вот оказывалась раньше? Это вот напрямую он говорит о том, что он готов всячески поддерживать Общественную палату. Ну, в принципе, у нас всегда с президентами нормальные рабочие отношения, потому что этот Общественная палата – это институт, который должен служить как бы мостиком между властью и обществом. И мы обязаны
поддерживать хорошие отношения как с властью, так и с общественными организациями. Мы пытаемся это делать. С вами было высказано мнение о том, что вот с парламентом недостаточно сотрудничаете, что нет контактов. Сейчас мы мы записали мнение депутата Народного собрания Ахрыбжани вот на ваше высказывание. Пожалуйста. Давайте вместе с вами послушаем, потом обсудим. В моем комитете, я не помню сколько, но 2 или 3 законопроекта точно обсуждалось с участием юристов Общественной палаты. Но, наверное, это не очень много. Я не думаю, какой-то очень небольшой процент законопроектов, которые совместно рассматриваются. Я не знаю, я не могу и знак минус парламенту поставить, потому что парламент, безусловно, должен быть самостоятельным. Безусловно, должен быть компетентным и каким-то вот... Здесь я, может быть, плюс парламенту поставлю. Но с другой стороны, это о том, о чем я говорил. Депутаты должны чувствовать в общественной палате, если общественная палата хочет быть в сотрудничестве, выступать, не какую-то сторону там, политических, экономических или прочих вопросов, а нужно чувствовать площадку, где они придут получить компетентную, квалифицированную помощь, обсудят непредвзято и нейтрально все вопросы. Тогда, наверное, вот это сотрудничество возобновится, раз вы говорите, что оно раньше лучше работало. В общем, он тут говорит о проблеме вот самостоятельности Общественной палаты. Вот насколько Общественная палата самостоятельна, ведь большая часть его состава, 13 человек, предлагает президент, 11 районной администрации тоже, получается, властными структурами, да? И всего 11 от общественных организаций и партий. Тут вот вам не кажется, что какой-то вот дисбаланс есть? Не знаю, очень разные мнения существуют. Некоторые считают, что Общественная палата исключительно поддерживает власть, а другие считают, что наоборот, Общественная палата на стороне оппозиции. Так что на самом деле, наверное, все-таки мы нейтральны, раз вот существуют такие разные мнения. Дело в том, что люди, которые имеют право быть членами Общественной палаты, не должны, во-первых, ни в коем случае занимать какие-то государственные должности, и даже не могут работать в органах местного самоуправления. Это должны быть люди исключительно вот или из бизнес-структур, или педагоги, или деятели культуры, ну, в общем, не те люди, которые как-то зависят от власти. И кроме того, у нас не может быть членом Общественной палаты человек, который является членом какой-то политической партии, будь то провластной или будь то оппозиционная. Если человек от политической партии становится членом Общественной палаты, он обязан приостановить свое членство в политической партии на время работы в Общественной палате. И это, мне кажется, все-таки дает возможность Общественной палате быть нейтральной, самостоятельной. Другое дело, наверное, у каждого члена Общественной палаты есть какие-то свои симпатии, антипатии, но это нормально, это присуще каждому человеку. Но в своей работе Общественная палата старается не проявлять вот какие-то свои такое отношение. Список из 13 членов, которые должны войти в новый состав, уже озвучен. Вот появились новые фамилии. Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые вот в следующем созыве будут работать? Дело в том, что это не мы предлагали, это предлагала администрация президента. Я не всех людей там достаточно хорошо знаю, но те, кого я знаю, например, тот же Данилу Бире, он уже неоднократно был членом Общественной палаты, это очень энергичный человек, который, я думаю, действительно будет работать. Кстати говоря, он был заместителем председателя партии «Эра», но теперь он приостанавливает свое членство, и я надеюсь, что он будет активно работать в палате. Это очень энергичный, очень деятельный человек. Но еще там... Из новых вот фамилий. Да, из новых, из АРО Илья Гуния. Я, правда, не очень хорошо его знаю, но я думаю, что он будет сохранять такой политический нейтралитет, как и мы все. У нас это даже в уставе прописано, что мы не можем вот проявлять в своей деятельности какие-то политические предпочтения. Думаю, что все так и будет. Ну, Рита Лоло достаточно известный человек, она в свое время была и депутатом. Ну вот, а остальных я как-то меньше знаю.
Давайте сейчас посмотрим комментарий декана юридического факультета АГУ о том, вот его мнение о том, как работает Общественная палата. Хорошо. От случая к случаю я вижу по телевидению, что они проводят слушания, приглашают руководителей органов государственной власти, слушают их мнение, высказывают свои некие предложения. Это дает возможность услышать Общественную палату. Закон предполагает, что члены Общественной палаты могут принимать участие в работе парламента, то есть на заседаниях комитетов и комиссий, на самом заседании. Общественная палата может представлять своих людей на заседании Кабинета министров, органов местного самоуправления. Я думаю, просто Общественной палате надо будет немного активнее, вот новый состав, который формируется, более активно использовать те права, которые закреплены в законе. В законе говорится о том, что они имеют право обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления. Руководители этих органов обязаны в течение 15 дней дать соответствующий ответ. То есть главное иметь желание, и я думаю, общими усилиями многие вопросы могут решаться. В интересах, конечно же, общества и государства в целом. Он говорит вот о необходимости более активной работы. Вот сколько слушаний, заседаний Общественная палата провела, вот, например, за последние полгода? Ну, я сейчас вот не готова дать вам цифры такие, но это все можно установить, потому что все протоколируется. Я думаю, что ни один такой вот дискутируемый в обществе вопрос, который вызывает озабоченность многих людей, он не проходит мимо Общественной палаты, и мы всегда все это рассматриваем на заседаниях Общественной палаты. Кроме того, существует совет Общественной палаты, который собирается каждые 2 недели, не реже, а можно и чаще. И там принимаются решения, вот такие ключевые, относительно работы Общественной палаты. Я не спорю с тем, что надо активизировать свою работу, но, к сожалению, существуют определенные препятствия. Вот тут было сказано, что члены Общественной палаты имеют право присутствовать на заседаниях Кабинета министров и парламента. Но мы же не можем туда прийти вот просто так. Надо же, чтобы как-то нас туда пригласили. Раньше такая практика была. Иногда представители палаты приглашали. Если изъявите желание, будут ли препятствовать? Ну, я не знаю. Как-то вот, знаете, немножко настораживает то, что мы предлагаем, оно не учитывается при принятии, окончательном принятии закона, хотя у нас участвуют в разработке заключений, рекомендаций авторитетные эксперты. Вот в прошлом созыве у нас были Заур Шалашава, профессор, доктор экономических наук, Александр Страничкин, известный тоже в Абхазии человек, кандидат экономических наук. Я считаю, что они достаточно все-таки компетентны, но мы не видим, чтобы их мнение как-то было отражено. И, конечно, это немножко вот расхолаживает членов Общественной палаты, но, может быть, новый состав с удвоенной энергией возьмется за это. И я еще хотела сказать об очень важной стороне деятельности Общественной палаты – это народная дипломатия. Мы подписали договор о сотрудничестве с Общественной палатой Российской Федерации, и мы с ней очень активно сотрудничали вот буквально 2-3 года назад. Сейчас новый состав, почему-то вот как-то с ними пока не получается. Были такие совместные встречи, они приезжали сюда, мы приезжали к ним и вместе обсуждали самые такие важные для Абхазии вопросы. И я думаю, что вот такая работа с российским гражданским обществом очень важна, потому что, вы знаете, иногда, когда читаешь публикации в российской прессе, то начинаешь понимать, что многие люди вообще очень смутно себе представляют, что такое Абхазия и каков ее статус. Некоторые считают, что это часть Российской Федерации, а другие продолжают считать, что это часть Грузии. Вот очень странно, когда такие отклики читаешь в российской прессе. Вот с этим надо работать. Поэтому нам надо как можно больше общаться с гражданским обществом России. Кроме того, мы подписали договор о сотрудничестве с Воронежской областью, с Нижегородской, Свердловской и с Кабардино-Балкарией. Я не могу сказать, что после этого идет очень активное сотрудничество. Во многом это упирается в ресурсы. К сожалению, у нас вот недостаточно чисто вот финансовых ресурсов, чтобы ездить туда и проводить там какие-то мероприятия. Но когда они приезжают к нам, мы всегда
их встречаем и как-то готовы с ними сотрудничать. Может быть, если нам помогут как-то вот решить эти вопросы, то я думаю, что Общественная палата может еще активизировать эту деятельность. И напоследок хотелось бы еще поговорить об общественных советах, которые предложил президент создать при значимых, наиболее значимых органах исполнительной власти, и это позволило бы усилить контроль за деятельностью исполнительной власти. Это очень важно. Мы не только думаем, мы уже пытались, еще при президенте Багапш, мы выступили с такой инициативой о создании при Министерстве внутренних дел. Нам показалось, что вот это особенно важно, чтобы как-то общественность могла мониторить, если можно так сказать, деятельность Министерства внутренних дел и вообще правоохранительной системы. Но, к сожалению, никто не отреагировал на это. Наверное, нам надо, конечно, более активно продвигать эту идею. И если президент это будет поддерживать, я думаю, что это получится. В России такая практика существует уже давно. И это очень нужно. Я думаю, что надо это делать. Так что будем с новым составом, я думаю, что мы будем это делать. Наталья Нуриевна, ваша фамилия в числе 13, которые будут работать в 4-м созыве. Какие планы у вас, вот уже какие-то наметили вы планы на ближайшие 3 года работы? Что-то новое ждет Общественную палату? Может быть, какие-то изменения? Мне трудно судить. Новое, конечно, будет. Люди новые пришли. И, наверное, у них и подходы будут немножко другие. Потом, когда будет полностью сформирован состав Общественной палаты, пройдут выборы секретаря и его заместителей. И это могут быть совершенно новые люди. Так что мне очень трудно судить о том, как будет дальше развиваться ситуация. Но лично я буду, конечно, делать все, что в моих силах. И мне очень нравится то, что президент хочет, чтобы Общественная палата больше взаимодействовала с общественными и некоммерческими организациями, потому что у нас в Абхазии они довольно важную роль играют. Например, вот в России при Общественной палате существует фонд, который предоставляет гранты для наиболее таких социально значимых проектов, осуществляемых некоммерческими организациями. Я думаю, что если бы в Абхазии тоже был бы такой фонд создан, это бы очень помогло, потому что это не совсем правильно, когда наши организации могут работать, опираясь только на помощь каких-то международных организаций. Нужно развивать и продвигать те проекты, которые вот именно нужны Абхазии, абхазскому обществу, и которые будут помогать решать социальные вопросы, которых у нас очень много. Мы все знаем, вот, какое бедственное положение влачат многодетные семьи. И вот мне бы лично очень хотелось заняться какой-то деятельностью, которая бы помогла этим людям. Мы вот хотим улучшения демографии, а при этом, к сожалению, та поддержка, которую мы оказываем многодетным семьям, она слишком мизерная для того, чтобы стимулировать людей иметь больше детей. И сегодня в Абхазии самые бедные категории, это мы знаем по результатам исследования о проблеме бедности в Абхазии. Самые бедные в Абхазии – это одинокие старики, живущие в селах, и многодетные семьи. И, конечно, это очень грустно. Наталья Нуриевна, у меня на этом все. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам за приглашение. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о работе Общественной палаты 3-го созыва. Спасибо вам за внимание. Прощаюсь с вами до следующей недели.